Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сервис «Облачная поликлиника» становится популярным у населения нашей республики. Проект Минздрава Якутии, запущенный летом этого года, позволяет осуществить медицинские услуги в режиме онлайн. Но о преимуществах такого формата медицинских услуг и как ими воспользоваться мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это директор Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра Аида Коростылева. Аида Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, какие существуют на данный момент способы электронной записи к различным врачам поликлиники? Способы электронной записи к врачам остались прежними. Это возможность записи через портал ИР-14 и госуслуги. И сохранился способ записи через колл-центры поликлиник, но на сегодняшний день с ростом количества больных ковид и сезонными заболеваниями ОРВИ и грипп колл-центры поликлиник максимально загружены. Количество звонков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось с 1000 в сутки до 30 тысяч. Поэтому наблюдается рост ожидания ответа операторами. В связи с чем были проведены мероприятия по увеличению количества операторов в колл-центрах и на горячей линии Министерства здравоохранения, но и работающих с облачными сервисами, которые активно внедряются по всей территории республики. Скажите, а в чем все-таки преимущество такой электронной записи перед личным посещением поликлиники? Основным преимуществом электронной записи является отправка заявки через удобные сервисы, не выходя из дома, которая обрабатывается в обязательном порядке. В период пандемии сезонных заболеваний особо актуальным является сервис «Вызов врача на дом». Оформить заявку на первичный вызов из прикрепленной поликлиники можно по телефону колл-центров поликлиники и удобным сервисом, мобильным приложением «Медсеть». Медсеть можно загрузить с App Store и Play Market. Также можно обратиться через сервис облачной поликлиники, который на сегодняшний день является популярным среди населения. Мобильное приложение «Облачная поликлиника» работает уже почти полгода. Есть ли какая-то статистика, как активно якутяне стали им пользоваться, и помощь каких специалистов можно получить, используя это приложение? Сейчас сервис облачной поликлиника подключены практически все медицинские организации. Это все поликлиники города Якутска и центральных районных больниц. Также подключены специализированные учреждения, как фтизиатрия, эндокринологический диспансер и отделение катамнеза Якутской республиканской клинической больницы. Подключена также медицинская клиника Северо-Восточного федерального университета, медицинский центр «Белая роза». И активно подключаются на сегодняшний день еще частные клиники. На сегодня отправили заявку клиника «Ортолайф». Всего в сервисе у нас зарегистрировано 647 врачей, которым проведено больше 20 тысяч телемедицинских консультаций. С помощью данного приложения стали доступны консультации у специализированных учреждений, не только с поликлиник, но и для пациентов, которые находятся под наблюдением. Если анализировать опыт работы облачной поликлиники, можно ли говорить о том, что приложение помогает все-таки разгрузить наплыв обращений в поликлинике и вызовы скорой помощи? Да, конечно. Во-первых, смогли разгрузить колл-центры поликлиник. Количество звонков в такие крупные учреждения, как поликлиника 1 и Якутская городская больница номер 3, уменьшилось 4-5 раз. Это уже вторая неделя у нас такая статистика ведется. И, во-вторых, ежедневно идет рост обращений через облачную поликлинику. Обращений у нас летом было где-то в среднем 20 на телемедицинскую консультацию. На сегодняшний день больше 300 в сутки. И в десятки раз уменьшилось количество обращений в скорую помощь для вызова врача на дом. То есть у нас весной, осенью, то есть
было огромное количество звонков, обращений в скорую помощь, где-то в сутки до 2000 доходило. На сегодняшний день мы минимизировали до, можно сказать, до нуля. Но расскажите в общем, как работает это приложение и что нужно для того, какие требования нужны, чтобы его установить. Нужно скачать свой смартфон или мобильное устройство, специальное мобильное приложение «Облачная поликлиника». После установки смартфона необходимо запустить значок «Облачная поликлиника». Необходимо обязательно пройти авторизацию в портале госуслуги, введя личный логин и пароль, и дать согласие на обработку персональных данных. Далее вам будут доступны услуги запись на онлайн-консультацию, журнал здоровья, где можно фиксировать свои симптомы, температуру тела, есть ли кашель, боль в груди, утомление, ну и так далее. Но при использовании данного сервиса можно данные находятся под надежной защитой, так как все резиденты проходят авторизацию в портале госуслуги. А как в этом приложении ведется сопровождение больных COVID-19? Есть ли отдельная такая функция? Да. Но пациенту ежедневно необходимо внести свои симптомы, заполнить дневник наблюдения, так скажем. Это нужно для личного самоконтроля и наблюдения врача, который наблюдает данного пациента. Проводить мониторинг состояния здоровья и при подозрении на ухудшение или осложнение дальше менять схему лечения или уже решить вопрос по дальнейшей госпитализации пациента. После поступления заявки в систему заявка автоматически доставляется в прикрепленную медицинскую организацию, и врачи назначают время для оказания телемедицинской консультации. Если вы не прикреплены к данной медицинской организации, то вашу заявку обрабатывает уже дежурный оператор Единого центра сопровождения и поддержки пациентов Министерства здравоохранения Республики. После согласования в ваш смартфон поступает сообщение с информацией о назначенном времени на телемедицинскую консультацию. В назначенное время врач вызывает вас с помощью текстового сообщения или видеовызова. Во время телемедицинской консультации врачу и вам будет доступно общение в режиме чата или видеозвонка. Также можно прикреплять необходимые файлы, вложения. Сервис, безусловно, очень удобный, но все ли жители нашей республики могут воспользоваться облачной поликлиникой? Абсолютно все. Да, приложением могут воспользоваться все жители нашей республики. По нашим сведениям, количество людей, скачавших мобильное приложение, около 15 тысяч уже. По данным отчета с портала «Облачная поликлиника», с 1 июня смогли получить телемедицинскую консультацию в 30 районах республики и 12 городских лечебных учреждениях. Ну а вот помимо базовых функций, какие новые функции в этом приложении могут появляться, дополняться? Можно сказать, что мы проводим постоянный мониторинг обращений через облачную поликлинику, через медсеть и вопросы, которые поступают на горячую линию Министерства здравоохранения. Вот в летний-осенний сезон был спрос на получение справки для детских садов и школ, поэтому был добавлен сервис «Запрос на получение справки». С наступлением холодов одним из актуальных вопросов стал вопрос выдачи рецепта для получения лекарства льготными категориями граждан. Поэтому сервис был доработан и добавили выписку льготного рецепта. Также неделю назад добавили сервис для управления Роспотребнадзором, лица, которые контактировали с больным диагнозом COVID, могут получить предписание об изоляции в личном кабинете облачной поликлинику. Человеку сначала приходит СМС с информацией о постановлении, для которого необходимо скачать данное приложение. И предписание можно тогда посмотреть в личном кабинете. Это тоже было одним из актуальных вопросов. Вот если обобщить, то какое будущее у телемедицинских услуг, на ваш взгляд, у нас в регионе? Будет ли это развиваться?
Ну, облачные сервисы стали наиболее актуальными в период пандемии и показали свое преимущество для наблюдения пациентами с ковид. Но, как я уже говорила, к сервису подключаются не только медицинские учреждения, независимо от формы собственности, но и надзорные органы. Одними из главных функций приложения облачной поликлиники является получение человеком услуги, то есть телемедицинской консультации, минимизируя личные контакты, ну и сокращение времени для получения услуги. Поэтому, я думаю, облачные сервисы будут развиваться и дальше. Мы над этим работаем. Аида Викторовна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Электронная запись к врачу, облачная поликлиника. Как это работает и как воспользоваться электронными услугами, нам рассказала директор Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра Аида Коростылева. Берегите себя и своих близких. Обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.